Пугающие кадры. Машина стоит у заправочной колонки, водитель впереди нее, а далее резкая вспышка, и от авто отрывается часть крыши и падает рядом с водителем. ЧП произошло здесь, на Сране, на газозаправочной станции. Водитель заправлялся здесь, рядом с колонкой номер 5. Причина взрыва – неправильный монтаж газового оборудования. Баллон заправляли впервые, там-то и крылся какой-то недочет. Водитель родился в рубашке, он выжил и отделался легким шоком. Однако последствия могли быть куда плачевными. Закачано 33 куба газа при давлении 125 атмосфер. Прошу заметить, это всего 125 атмосфер, потому что мы заправляем баллоны максимально 190-200 атмосфер. Произошел вот этот взрыв. Если бы взрыв произошел бы при атмосферах 200 килограмм или 195, скажем так, то последствия были бы хуже, намного плачевнее. А все из-за халатности бизнесменов, которые устанавливают для метана и пропана баллоны, бывшие в употреблении, что очень опасно. Это и послужило причиной последнего чп. В республике очень много таких серых предпринимателей, которые занимаются этой деятельностью незаконно. Многие мои друзья, знакомые, жаловались, что здесь им устанавливают БУ баллоны. Сейчас покажу вам. Вот, к примеру, у меня вот стоит этот баллон. Он новый, по нему видно, что его устанавливали прям специалисты, все загерметизировано. То есть, видите, вот эти клапана, вот это все новое установлено. Если баллон изношенный, то он начинает пропускать либо какие-то неполадки начинают, либо в салоне начинает пахнуть газом. Это очень опасно. Если где-либо происходит утечка, вполне можно ожидать взрыва. У нас открыта опрессовка баллонов. Есть у нас организация, которая этим занимается. Непосредственно ко всем тем, кто занимается этим делом, мы обращались и говорили: ребята, вы ставите бэушные баллоны, будьте добры, опрессуйте эти баллоны. Это стоит недорого. Это стоит опрессовка одного баллона, если вы его принесете, 1000 рублей. Ну, у вас будет гарантия того, потому что 200 килограмм рабочее давление, мы туда закачиваем 300 килограмм, даже 350, мы когда опрессуем. Значит, если мы закачали 350 килограмм, он не взорвался, при 200 килограмм в течение года, 2 лет он не взорвется однозначно. Значит, металл выдержит. Специалисты настоятельно просят отнестись к этой ситуации серьезно. Машины при неправильной эксплуатации газового оборудования могут взорваться. Руководство газозаправочной станции пошло на крайние меры. Отныне ни одна станция не будет заправлять авто метаном, где установлены БУ баллоны. С 4 октября багажник, баллон латыч, заправочный штуцер олсу, шлангдачек, изму машину заправки гяча. Не магаси гяц, не сунжи гяц, не малгабеки гяц, не роснефти гяц, магаси хансаила заправки. Цар шош хадяка, цар то оздят, что рязда яна сам пудучу. Шуалага Сехнденца, то есть с 21 числа, с 22 числа включительно, бэушный баллон, новый бэушный баллон, вот я сага ОХГ четыре, без опрессовки. Каждое топливо опасно по-своему. Так или иначе, многие предпочитают метану, пропан. Машина благодаря газ латец, но благодаря ханзлатыч, заманчо метан. Баллон, цаюц опасный яхш. Докзул мش حدولر دوق مصنع إنترنت إيش كده حساب عالج جمتي هنستحقن على السيتواتسية رويس كريسبوبليكي تعجز اللقاء صنع ترميتان يروخ بروبان تسأزمو حماش قوش سندين داتس كذي جازولم دولش خيط سون بروبان أوتي لارخا خلش أز بروبان أوتي لارخا وسونو سمشنا عز بدرياش غاز بروبان ميتان حملات بروبان ميتان حملات سمشنا. У меня стоит пропан. Пропан, конечно, дороже, чем метан, да, в разы, я бы сказал. Но он более безопасен. Даже при заправке, когда заправляются метаном, нужно отходить куда-то далеко. Возможно утечки газа, возможен взрыв. При взрыве машину разрывают как тряпка, что мы могли наблюдать, да, недавно. А вот кадры августа 2019 года. Тогда из-за взрыва на заправочной станции в Сунже пострадали 7 человек. Против владельца было возбуждено уголовное дело.
Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.